Добрый вечер. Хайрли Киш. Это ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. В студии Светлана Кадырова. Я представляю тему нашего сегодняшнего разговора. Татарский детский сад, проблемы и перспективы. Не скрою, что эта тема возникла после нашего предыдущего эфира. Мы обсуждали вопросы сохранения татарского языка в семье. И вот некоторые из гостей посчитали, что поддержать семью в этом вопросе в дошкольном образовании практически некому. Мы решили разобраться, вот действительно так это или не так. И сегодня обсуждаем это с нашими гостями. Я с удовольствием их представляю. Эльвира Ансаровна Измайлова, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. Здравствуйте. Анфиса Григорьевна Залялова, директор Казанского педагогического колледжа, кандидат педагогических наук. Гульнара Фидаилевна Гарипова, директор Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукай. С нами вместе Рамзия Рафисовна Шарафиева, заместитель директора по дошкольным группам Татарской гимназии номер 2 при Казанском федеральном университете. Луиза Закирова, моя коллега, журналист, продюсер, но сегодня в первую очередь мама. Рада вас видеть. И Азат Миргаязов, руководитель татарского частного детского сада Ябала, город Казань. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 554-56-10. Любой может дозвониться до студии и задать свои вопросы нашим экспертам. Я прошу экспертов посмотреть на кнопки на пультах. Красный категорически не согласен с мнением другого эксперта, зеленый согласен, белый отношусь нейтрально. Для начала, чтобы, вот, скажем так, включиться в тему, мы задали нашей аудитории в социальных сетях, аудитории телеканала ТНВ, вопрос в начале недели: достаточно ли татарских детских садов в республике? И вот какие результаты. Достаточно, так ответили 6% проголосовавших. 62% считают, что татарских детских садов не хватает. И 31% респондентов решили, что по факту таких детских садов нет, татарским там только в названии. Такой же вопрос мы задаем и нашим зрителям. Вопросы и ответы вы видите на экране. В конце программы подведем итоги нашего интерактивного голосования. Итак, то, что мы нашли, чтобы зайти в тему, то, что мы нашли на сайте Министерства образования, что в Татарстане функционирует 2020 образовательных организаций, которые реализуют основные образовательные программы дошкольного образования. 1171 с русским языком обучения и воспитания, в том числе 623 имеют в составе татарские группы. И 775 с татарским языком обучения и воспитания. Еще есть 50 с чувашским, 14 с удмуртским, 10 с марийским языком обучения и воспитания. Вот, Эльвира Александровна, для начала, как в республике дела обстоят в дошкольном образовании? Правильные ли цифры прозвучали? И, конечно, интересует в первую очередь количество детских, частных, не частных, государственных татарских детских садов. Сколько их? На самом деле цифры примерно правильные, есть просто обновленные немножко данные. На сегодняшний день 2008 образовательных организаций, которые реализуют дошкольные образовательные программы. Это и дошкольные образовательные организации, и школы, в которых функционируют сегодня дошкольные группы. Это около 260 таких организаций сегодня. И вот из общего количества организаций сегодня 749 это организации с татарским языком воспитания и обучения, у которых установлен статус детский сад с татарским языком воспитания и обучения. Давайте вот такое уточнение, чтобы родители тоже понимали, в какой садик они отдают ребенка. Что такое татарский детский сад, что такое татарские группы в детском саду. Что такое татарский детский сад? Это полностью языковая среда и обучение на татарском, либо там обучают татарскому. Вот давайте какое-то пояснение дадим правильное, чтобы родители понимали, куда мы идем. Если дошкольная образовательная организация носит статус детского сада с татарским языком воспитания и обучения, соответственно, вся образовательная деятельность должна вестись на татарском языке. Как вы правильно сказали, это и воспитательное, и обучение. Это у нас единый образовательный процесс. Татарские группы существуют в отдельных детских садах. Есть отдельные татарские группы. Например, параллель, да, скажем, две группы функционируют. Одна из них с русским языком воспитания и обучения, другая с татарским языком воспитания и обучения. Но кроме этого я бы хотела отметить, что у нас в республике в детских садах осуществляется по желанию родителей обучение татарскому языку ведется. Это организовано во всех детских садах. Есть ставки воспитателя по обучению татарскому языку. Эта работа ведется во всех детских садах. Луиза, чем... Я хотела как раз поправить, да, вы сказали, что каждый, кто желает, может обучаться татарскому языку. Это, на секундочку, 2 раза в неделю по 15 минут. Вы как считаете, этого достаточно?
Нет, я По своему опыту, да, Луиза? Да, правильно я понимаю? узнавала, в любом садике можно обучаться татарскому языку, вернее, изучать родной язык, но на это выдается 2 часа в неделю по 15 минут. на самом 2 деле... раза в неделю по 15 минут, да. На самом Так это или деле нет? все немножко не так, потому что у нас есть санитарные нормы, установленное время проведения занятий. Если это 15 минут в младшей группе, то, соответственно, время занятий увеличивается с возрастом детей, и в подготовительной группе занятия ведется до 35 минут. Это насколько о я татарской помню. группе мы сейчас Это говорим? мы Нет, это говорим любая о группа. любом... Это говорим о любой группе, с любым, также и с русским Это языком обучения и воспитания. Нормы для порядок проведения занятий, нормы, условия санитарные, они едины для любого занятия. Будь то занятие по математике, будь то развитие речи или обучение татарскому языку. Вообще реально интересно за 15 минут 2 раза в неделю И нужно узнать еще и познать. учитывать, что Нет, вот 5 у меня минут, да. просто Я действительно... бы хотела еще дополнить. Это мы говорим про организованную образовательную деятельность. Но кроме этого, наша программа, которая реализуется в детских садах, да, программа по обучению детей татарскому языку, допустим, детей не владеющих, или владеющих языком, она предусматривает ознакомление с языком, обучение языку в режимные моменты. То есть мы выносим часть, скажем так, занятий, если это 2 раза по сетке, сетку мы составляем с нормами Санпин, то остальная часть выносится за рамками занятий. Потому что, как вы понимаете, ребенок находится в детском саду целый день. И целый день идет образовательный процесс. Ну, вы говорите Мы о моем включении в руки, играх, во время мы обеда, моем какие-то руки, фразы. Мы обучаем ребенка языку. Эта программа разрабатывается где? Вот как вы сейчас говорите, что согласно программе, Вообще, Санпином и так далее. Кто ее разрабатывает? по Можем мы на уровне соответствии- республики... Либо в Федерал. республике разрабатывается? Смотрите как. В соответствии с законодательством основная образовательная программа, она разрабатывается учреждением самостоятельно на основе примерных программ. То, что мы сейчас говорим об обучении языкам программы, у нас все дошкольные образовательные организации обеспечены учебно-методическими комплектами по обучению детей татарскому языку, по обучению детей родному татарскому языку и обучению детей русскому языку, соответственно, в детских садах в татарском. То есть, по идее, мы можем, если необходимость такая есть и востребованность у родителей, увеличить количество часов преподавания татарского? Увеличить это количество часов мы можем, но это должно быть все в сетке занятий с учетом санитарных норм. То есть мы ведь не можем это сделать за счет, например, обучения развитию речи, за счет формирования Да, понятно, что не в ущерб элементарных. другим предметам Конечно, и так далее. Но в конечно. целом это полномочия на уровне самого детского сада. Я правильно понимаю? Дошкольного учреждения. Конечно. То есть Но мы сами можем не управлять будем этим процессом. забывать о том, что все учреждения обязаны реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Все должно осуществляться в рамках этого стандарта. Вообще, существуют какие-то цифры, какой охват воспитанием сегодня на родном языке детей татар? И вот именно охват воспитанием, не обучение татарскому языку. Да, конечно, цифра есть. По информации муниципальных органов управления образования, 54% детей татарской национальности охвачены воспитанием и обучением на родном языке. Но опять-таки, говоря об этом, мы не должны забывать, что национальность – это понятие, которое как позиционирует родитель. Да? Вот как он сказал, так и есть. У нас очень много смешанных браков в республике, это тоже нужно учитывать. 54% это данные вот свежие, да? Да. А буквально, да, вот, например, года 3-4 назад какой был охват? Вы знаете, 10 охват лет назад. практически не меняется уже много лет. Он почему? остается на Как вы среднем уровне. Ну, потому что сеть поддерживается количество групп, которые реализуют программу на татарском 54% языке. охват воспитанием, этого достаточно для республики? Вы знаете как, ведь язык образования ребенка выбирает родитель. То есть мы исходим из потребности, какая потребность есть. Государство, органы управления образованием, они обязаны создавать условия для граждан, которые решили дать образование, дошкольное образование своему ребенку на татарском языке.
Законодательно это право То есть в закреплено. среднем вот такое количество родителей В среднем, решает, да. чтобы у них был такой охват. Луиза, чем... Нет, я хотела просто дополнить, что вы говорите об охвате, который сейчас на данный момент есть, или об охвате, который родители, которые хотят воспитывать детей на родном языке. О каком охвате Нет, идет естественно, речь? посчитать, сколько родителей хотят и реализовать. Ну, примерно подсчеты, они на самом деле есть. Это 65% татар. Ну, у нас нет таких подсчетов, потому что мы какой-то опрос социологический не проводили. Я с таким Да, я отчетом вот не узнавала, знакома. такой социологический опрос есть, и это 65%. А вы говорите о том охвате, о котором действительно 54, которые есть. есть Мы на самом считаем, деле. сколько детей татарской национальности в детских садах вообще, и из них 54 обучаются А на... хотят 65. А хотят 65, да. Хорошо, давайте сейчас послушаем еще запись прошлой программы. Ландыш Нигмадянова Таишева и супруг, они также отдали ребенка в татарский детский сад. И вот что они сказали на прошлой программе. Я предлагаю послушать и продолжить. Детский сад какой у вас был? Русский. Нет, у нас На да, русском говорит, языке. детский сад был типа татарский, но там все разговаривали на русском, в том числе воспитатели, понимаете? Но Да, здесь там- надо Он не построже, татарский, тут ну, все от те- руководства да. зависит. Если руководитель татарского детского садика, и согласна. ей говорят полномочия, все, у тебя садик татарский язык, и она своим воспитателям говорит, ребят, не бөгелмәгез, сіздің тілігіз, основной язык татарский у вас, все. То есть в детском саду ребенок полностью обучался, воспитывался на русском языке. Я русском правильно языке, понимаю? да. Но вы То не есть, были, значит, в татарской гимназии, в татарском садике. Что татарском предпринимали садике мы не родители были. Мы- для того, чтобы... Вот, какие-то меры были вами предприняты, чтобы Но перевести Да нет, разговор с потому что у директором? меня дети разговаривают чисто на татарском языке. Но у них и на вы Вы не русском переживали, что разговаривают. они там Не было. Я потеряют? не переживаю, потому что Они я в же семье вижу, говорят. как мои дети разговаривают. Они в Они семье чисто говорят. разговаривают на татарском языке. Если бы я переживала, я их сама воспитывала. Вот Мидем Блян, вот Ох, татарча. Ландыш, говорит, Да. И улыбается вот это даже у нас строго. как бы до 6 лет, вот говорят же, до 6 лет это складывается. Потом уже бесполезно, Балана и Да, да, вот это уже закладывать бесполезно. надо. Это нужно разговаривать на Туганнам Бирле, только на татарском языке, и все. Хорошо. О том, что делать, если вы действительно оказались в такой ситуации и поступать ли жалобы, мы проговорим после рекламы. Не переключайтесь. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Дни здоровья в клинике варикоза нет на Достоевского. Прием СУЗИ 800 рублей. 212 20 40. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Бери шашлык и на пикник. До конца мая в Находке шашлык-барбекюшка 209 за килограмм. Колбаски нюрнбергские 179 за килограмм. Кетчуп томатный Хайнц 129 рублей. Находка. Свежесть и выгода каждый день. Цены действительны по 31 мая 2021 года. Подробности у продавцов. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Луиза, давайте вот сейчас вы как мама расскажите, с какой историей столкнулись вы. Мы сейчас услышали Ландыш Нигмадянову. У вас Да, я ребенок вот, посещал? Там высказывалась еще Альбина Насырова, я вот полностью поддерживаю. У нас нет сейчас в республике такой жесткой позиции в детских садах, что если ребенка отдаешь в татарскую группу, то нужно разговаривать на татарском языке. Мало того, не просто разговаривать, нужно праздники устраивать татароязычные, а по факту получается, что это только остается на самом деле в названиях. Есть такая очень хорошая поговорка в татарском языке «иссимы жисимы натурыкеля», то есть когда название оправдывает себя. А в нашем случае, в большинстве случаев, к сожалению, это все остается только в названиях. Что конкретно? Какая проблема? Мы приводим детей, я вот лично с коммерческого садика забрала своего ребенка, с очень хорошего коммерческого садика, и отвела его в государственный садик, правда, в коммерческую группу, в татарскую, чтобы ребенок окунулся в татарскую среду. А по факту никакой среды там не было. Дети разговаривали на русском, более того, несколько детей были другой национальности, русскими. На мой вопрос, почему таких детей принимают в такие группы, ответ очень простой. Во-первых, это дискриминация, а во-вторых, если они будут отказывать. А во-вторых, когда очередь подходит, первоочередно, например, если у тебя очередь дошла, а мест в русских группах нет, им предлагают татарские группы, они
они, естественно, не отказываются, они идут в татарские группы, и воспитатель уже вынужден с ними разговаривать на русском языке, потому что эти дети не понимают. Но вот я по себе могу сказать, я в детский сад пошла вообще с незнанием русского языка, я не знала ни одного слова. Меня окунули в эту русскую среду, я через 2 недели заговорила. То есть нам нужно работать в первую очередь с воспитателями. Воспитатели боятся конфликтных ситуаций с родителями, воспитатели боятся каких-то замечаний от заведующей, поэтому им проще перейти на русский язык, нежели там, продолжить вот эту образовательную, воспитательную программу на родном языке. Это наш менталитет, с этим нужно бороться. И вот Альбина очень правильно подчеркнула, нужна команда. Если заведующий нужен язык, он будет в татарских садиках. Если заведующий в этом плане равнодушен к языку, то его не будет. То есть никто не решает наверху? Нет, это все, наверху, конечно, все вполне решительно в самом детском саду. Начиная от президента, заканчивая каким-нибудь мелким чиновником, они не будут заходить в каждый кабинет и кричать: «Эй, вы там, вы там». Все это решается в синергетическом эффекте заведующие, воспитатели и родители. Я даже я еще одну хочу историю рассказать. Мы пришли в первый раз там, на утренник, да, у нас утренник прошел полностью на русском языке, была лишь одна песня на татарском, одно стихотворение на русском, причем пришел Дед Мороз, который в конце даже чуть-чуть оскорбил татарский язык. Это все происходило в татарском садике. То есть на коробках там написано «Яңа ел белян». А он это хотел рассмешить детишек, и значит, ой, говорит, детишки, посмотрите, что вам написано на коробке. «Яна ела». Что за Яна ела? Типа Яна ела ваши подарки. Это было оскорбительно. После чего я пошла к заведующей, к воспитателям. И только такие инициативные мамочки сейчас меняют ситуацию в этих детских садах. Они призывают делать праздники на татарском языке. Они просят разговаривать активность только активность родителей. Хорошо, Эльвира Ансаровна, такой вопрос тогда. Если вот происходит вот такая ситуация, что делать родителям? Понятно, что они могут решать этот вопрос заведующие. При этом многие родители могут бояться, что вдруг вот сейчас к ребенку будут относиться не так. И я понимаю, что многие боятся этого. Куда обращаться? Ну, я бы хотела, во-первых, пояснить, что жесткая позиция в отношении того, что если это статус детского сада с татарским языком воспитания и обучения, и он должен реализовывать свой статус, жесткая позиция на самом деле она есть. Это не совсем правильно говорить, что нет никакой позиции. Но, к сожалению, такие факты вполне могут быть. И действительно, я тоже согласна, что большую роль здесь играет руководитель. У нас законодательно мы не имеем права отказать родителю, который пришел для зачисления, выбрать детский сад любой, какой он пожелает, и прийти зачислиться в этот детский сад. Однако руководитель обязан родителя четко проинформировать, что вы выбрали детский сад с татарским языком воспитания и обучения, вся программа у нас реализуется на татарском языке, и, соответственно, весь процесс и целый день у нас педагоги говорят на татарском языке. Вот эту мысль до родителей обязан донести каждый руководитель, когда он еще не зачислился в детский сад. Потом уже, как говорится, будет поздно. И, соответственно, если родитель говорит: да, я зачисляюсь, мы не имеем права его не зачислить. Понятно, что это зачисляется, да. Но вот что происходит дальше, мы сейчас услышали. К сожалению, конечно, такие факты, я не знаю, когда это происходило, такие факты, они вполне могут иметь место, но и органы управления образованием и, соответственно, Министерство образования на такие факты реагируют. Поэтому при поступлении обращения мы направляемся в учреждение, выходят методисты, оказывают необходимую помощь, если дело там, скажем, если нуждаются педагоги в методической действительно помощи. Эта работа ведется, это каждодневная работа с коллективами детских садов. В общем, проверка в детском саду, чего родители тоже боятся, и заведующие тоже. Я бы еще хотела сказать, что на самом деле детских садов, в которых которые соответствуют своему статусу, в республике очень много. И вот под одну гребенку как-то не хотелось бы все детские сады, как говорится, перечислять. У нас огромное количество детских садов, например, которые участвуют постоянно в конкурсах, в грантах, в которые выходят профессионалы, комиссии, являются стажировочными площадками для образовательных организаций, для высших образовательных, для средних профессиональных, в которых действительно это реализуется. Мы не говорим, что под одну гребенку, пытаемся понять, какие проблемы существуют и как их в этой ситуации решить. Если проблема есть, здесь обращаться в Министерство ее нужно поднимать. С этим я согласна. Сейчас, я думаю, все-таки
все-таки вопросы, наверное, мы зададим. Какого количества специалистов сегодня необходимо для того, чтобы дать возможность и воспитание, и обучение детей на татарском языке в дошкольных учреждениях? Какое количество специалистов необходимо? Есть такая статистика? Вот к кому обратиться точнее вот в этой ситуации? Анфиса Григорьевна, вы? Ну, наверное, эта статистика ведется в муниципалитетах, во-первых, да, в управлении образования нашего города. Ну, вот у нас такой статистики общей по республике нет, но мы знаем, что в условиях, когда ежегодно открывается десятки детских садов по всей республике, то что востребованность в таких кадрах, безусловно, растет. И наверняка таких детских садов, где требуются воспитатели, сейчас становится все больше и больше. А сколько вы выпускаете? Ну, в настоящее время по бюджетной форме обучения вот Казанский педагогический колледж нынче выпускает 75 человек. Из них практически 31 человек специально готовился для работы в полилингвальном и билингвальном детском саду. Надо сказать, что в педколледжах никогда не останавливалась подготовка кадров для работы в билингвальных детских садах, в татарских детских садах, несмотря на то, что у нас изменился стандарт, и у нас с 2009 года мы реализуем федеральный образовательный стандарт. К сожалению, изменился и классификатор, по которому педагогические колледжи могут готовить специалистов. Если до 2009 года мы готовили специалистов с дополнительной подготовки в разных областях, это и татарского языка, и иностранного языка, логопедии, физической культуры и так далее, то с 2009 года такой возможности у нас нет. Поэтому наши выпускники сейчас работают в детских садах как организаторы образовательного и воспитательного процесса, но обучать татарскому языку наши выпускники сейчас не имеют права. У нас такой специальности нет. То есть у вас сейчас 31 человек билингвальных специалистов, это воспитатели непосредственно? Это воспитатели, которые могут и распределены уже с марта месяца для работы в детских садах с татарским языком обучения, в татарских детских садах и билингвальных детских садах. 31 человек в год, ну, по крайней мере, в этом году. Нет, в этом году. А я вам скажу, что по среднем. республике нынче среди всех выпускников более 110 воспитателей готовы работать в билингвальных детских садах. И вот я уже 110. сказала, более 110, ну, 110-111. То есть садиков где-то больше 700, да, мы готовим ежегодно около 110 человек. Этого достаточно? Ну, на сегодняшний день надо говорить, что... Или кадровый дефицит присутствует? Я думаю, что дефицит присутствует, потому что на сегодняшний день мы даже на 4-м курсе отправляем наших студентов работать в детские сады по запросу работодателя, потому что действительно открываются детские сады, необходимо сразу же обеспечить кадрами, и мы переходим на дуальную систему подготовки педагогических кадров. Вот, Азат, хотелось, вот как частный татарский детский сад, вы как специалистов искали? Скажите мне, пожалуйста. Вы как нашли воспитателей для создания языковой среды полноценной? Во-первых, у нас в детском садике требования к воспитателям идеальное владение татарским языком. Так как у нас садик только на татарском языке, полностью татарская атмосфера, мы не ставим целью, чтобы воспитатели владели и русским языком. У нас воспитатели говорят только на татарском языке, и они все, большинство из деревень, знают все наши традиции, культуру, нашу историю и передают это нашим детям. Как сложно было найти вот таких специалистов? Скажите, пожалуйста, и откуда они у вас? Сначала было сложно, естественно, первые годы. Вот в последнее время нам уже сами воспитатели пишут, сами хотят у нас уже работать, потому что... Зарплата у вас выше и условия легче, я думаю, чем в государственных детских садах, да? Ну, естественно, да. У нас, вот мы сейчас разговаривали о статистике, о цифрах, о документах. У нас более в этом плане проще воспитателям. Они полностью погружаются в работу. А все методические работы, у нас есть отдельный методист, моя супруга, она занимается всеми остальными... То есть воспитатель занимается конкретно поставленной задачей, целями, все воспитанием, да. Мы создали атмосферу, и все... Луис, вот недовольны...
пару слов буквально Азату. Азат сказал, что мы не ставим требования, чтобы наши воспитатели знали русский язык. Если ваши воспитатели не знают русского языка, ему просто в школе аттестат не дадут. Поэтому ваши воспитатели знают русский язык. Они по умолчанию Что касается... уже знают. То есть Да. я вот это имел в виду. Да. По умолчанию Что уже знают. касается Казанского педагогического училища, вот вы как раз спросили, достаточно количества или нет. То есть давайте сравним тогда к 2000 году, сколько у вас было подготовлено воспитателей тогда и именно сейчас, да, 20 лет татароязычных, назад. билингвальных. Сейчас и сколько планируется к 2025 году. И мы увидим тенденцию, которая идет к снижению. Есть китайская поговорка, когда лучше сажать дерево. Это было 25, самое лучшее время сажать дерево было 25 лет тому назад. Следующее лучшее время – это сегодня. Если мы сегодня не будем выпускать должное количество воспитателей, которые будут владеть 2 языками, то есть мы потеряем поколение. Вам так не кажется? Сейчас мы вот на этом вопросе достаточно сложном и остром, мне кажется, мы проговорим уже после новостей Татарстана. Сейчас мы переключаемся. Я прошу зрителей оставаться с нами. Скоро увидимся в эфире. Добрый вечер, Хайрали Кич. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Нас можно смотреть в прямом эфире ВКонтакте и в YouTube. И тема нашего сегодняшнего разговора – татарский детский сад, проблемы и перспективы. Остановились мы на вопросе, который задала мама Луиза, руководителем педагогических колледжей. Вот сколько билингвальных специалистов выпускалось примерно 20 лет назад, сколько сегодня и сколько, такая дорожная карта, сколько их будет через 5 лет, сколько их должно быть, чтобы максимально охватить и обеспечить, избавиться от кадрового дефицита. Давайте начнем, наверное, с Анфисы Григорьевны. Ну, если сравнивать с 2000 годом, по государственному заданию мы работаем примерно в таком же формате. Да? То есть у нас не изменился набор, мы принимаем по 3 группы по бюджету, но вот что касается выпускников на перспективу, количество увеличивается, потому что есть востребованность в кадрах именно для билингвальных детских садов, поэтому у нас есть и хозрасчетные группы, у нас есть и дополнительно те, кто хочет конкретно пройти повышение квалификации или переподготовку, и поэтому мы сейчас уже просчитываем наперед, потому что открываются новые детские сады, и количество выпускников будет увеличиваться. Ну, сколько их будет примерно через 5 лет? Вот какие планы? Ну вот если на сегодняшний день говорить, что вот мы вместе с внебюджетными группами выпускаем 104 человека, скажем, в этом году, кроме бюджета, да, то на перспективу, я думаю, примерно в таком же объеме, если мы будем выпускать, а на Казань мы работаем вместе с Арским педагогическим колледжем, я думаю, что к 2025 году уже дефицита не будет, потому что те, кто закрепится сегодня в детских садах по своей специальности, они как раз пройдут обучение в высшей школе, получат интегрированную подготовку для работы в билингвальной среде, и, естественно, тогда кадровый дефицит будет, ну, собственно говоря, Вы исчезнет. считаете, что вот этим количеством выпускников сегодняшним реально закрыть кадровый дефицит и оставаться просто поддерживать Но мы ведь сейчас говорим восполнение? именно о тех детских садах, которые называются сейчас билингвальными или татарскими детскими садами, или с углубленным изучением татарского языка. Мы не говорим сейчас о вообще кадровом дефиците, да, потому что сейчас много и других детских садов строится, да, поэтому на сегодняшний день, но мы считаем, что мы сможем покрыть кадровый дефицит с уже еще работающими воспитателями, и уже на перспективу мы будем выпускать примерно вот такое количество ежегодно. Ну и еще увеличивать количество выпускников полилингвальной подготовки, потому что сейчас есть такая потребность. Ну, примерно, я думаю, на 1-2 группы ежегодно. Ежегодно. То есть, но речь идет только о дошкольном сейчас образовании. Да, мы говорим о дошкольном То есть мы сейчас не образовании. говорим о других специальностях. Как обстоят дела в Арске? Вот Гульнара Фидаилевна, руководитель Арского педагогического колледжа. Какая у вас дорожная карта? Сколько было, сколько стало, сколько будет? Вы знаете, я хочу немножко предысторию сказать. Да? Дело в том, что вообще корифеем подготовки специалистов по дошкольному образованию является у нас Казанский педколледж. У нас была история в 90-е годы, мы занимались. Наш главный конек – это подготовка учителей начальных классов. Вернулись к подготовке по этой специальности
мы в 2011 году, после уже новых стандартов, и уже 10 лет мы осуществляем подготовку специалистов по этой специальности, потому что востребованность очень большая. С 2013 года наш колледж является ресурсным центром по подготовке национальных кадров. Эта задача была поставлена президентом нашей республики создать условия для сохранения и развития родного языка и, соответственно, подготовка национальных педагогических кадров, амбициозно говоря, будущей национальной педагогической элиты Татарстана. Я хочу сказать, что эту задачу мы выполняем. На сегодняшний день, если говорить о дошкольном образовании, вот выпуск у нас в этом году составляет 49 выпускников. Они все у нас билингвалы. Все готовы работать в билингвальных детских садах. И из них 30, вот из этих 49, готовы работать в национальных детских садах. Более того, сейчас ведь уже мы смотрим вперед, и, как сказала Анфиса Григорьевна, задача стоит не только билингвальных специалистов готовить, а для работы в полилингвальных комплексах. И уже мы уже года 4 занимаемся этим вопросом. В этом году у нас будет выпуск 4 таких, я не говорю сразу масштабно. Почему полилингвальный? Потому что параллельно с обучением по специальности дошкольное образование, они со 2-го курса проходят переподготовку по специальности иностранный язык. И эти специалисты будут прекрасно владеть 3 языками, будут работать в этих полилингвальных Хорошо, через комплексах. 5 лет сколько должно Через быть 5 лет, полилингвальных? Через 5 лет полилингвальных уже будет, через 3 года, я вам могу точно сказать, их 19. Через 3 года их 19. И еще хочу добавить, что я хочу сказать, что категорически, вот как было на прошлой передаче заявлено, что у нас вообще все так плохо с педагогическим образованием, я утверждать так не могу, потому что действительно в республике очень много делается для поддержки среднего профессионального педагогического образования именно. У нас практически все педагогические колледжи, замечательные условия созданы. Очень много мероприятий, именно вот мы как ресурсный центр проводим с образовательными организациями для того, чтобы эту идею выдержать. Это и конкурс русскоязычных воспитателей. Это конкурс «Лучший билингвальный детский сад», который проводит у нас министерство. «Ин милли тарбиящи». Это тоже уже такие вот конкурсы, которые прочно вошли уже в нашу педагогическую систему и очень востребованы. И еще хочу сказать, вы знаете, когда мы обсуждаем эту тему, мне бы очень хотелось, чтобы все-таки специалисты занимались этим вопросом, а не просто диванные критики, для того, чтобы не вводить в заблуждение наших телезрителей, потому что на сегодняшний день готовим специалистов по этой специальности: Казанский педагогический колледж, Арский педагогический колледж. Если мы говорим о востребованности города Казани, у нас есть еще Казанский федеральный университет, который также готовит специалистов по билингвальной программе. И только в прошлом году на высшее образование по этой специальности 30 наших выпускников поступили, чтобы в будущем стать уже уникальными билингвальными специалистами с высшим образованием. Лиза, чем Да, какой некоторые вопрос диванные спорный? критики, они посвятили всю жизнь системе образования. Я Поэтому, не про вас, да. извините. Нет, это не про совершенно меня. к вам, да. Я знаю, про кого вы говорите. Просто некоторые диванные критики, они действительно заслуживают уважения, они всю жизнь посвятили системе образования. Это первый вопрос. Первый момент. Второй момент, смотрите, у нас, чтобы закрыть дефицит, на 10 детей нужен 1 воспитатель. Я правильно понимаю? На 25 детей у нас нужен 1 учитель начальных классов. И еще мы ответственны же не только за свою республику, мы ответственны еще за всю Россию, потому что татары проживают в основном не только в нашей республике. У нас только 2 миллиона татар проживают в нашей республике. Остальные все проживают за пределами Татарстана. А там, к сожалению, в других субъектах Российской Федерации, к сожалению, вот татароязычного обучения нет вообще, кроме Башкортостана. Поэтому ваши кадры, они способны, только арские ребята... Покрыть потребности, покрыть потребности всей России. Спасибо за вопрос, очень правильный вопрос. Дело в том, что, конечно же, в нашем колледже не обучаются студенты только, допустим, из Арского района или ближайших районов, не только из города Казани, у нас обучаются ребята со всей страны. У нас есть и Башкортостан, у нас есть Кировская область, у нас есть Марий Эл, Республика, ну это то, что ближе граничит. В этом году у нас есть и Республика Крым, и Самара, и Саратов, и многие другие регионы Российской Федерации. И более того, мы очень в тесном контакте работаем с Конгрессом татар. Это общественная организация, она как бы под их патронажем, и они осуществляют целенаправленную, ну, грубо выражусь, наверное, поставку, да, нам вот таких вот специалистов, вернее, абитуриентов, которые в последующем возвращаются в свои регионы для того, чтобы продолжить вот эту вот святую миссию по сохранению и развитию родного языка. Более того, я хотела бы добавить, ведь если мы говорим о билингвальной среде, вообще о работе специалистов в этой среде, нужно сказать и о русскоязычных воспитателях. Их тоже достаточно большая армия.
Я хочу сказать, что, зная об этой проблеме, уже с 2014 года в республике была в рамках государственной программы осуществлялась переподготовка русскоязычных воспитателей по программе обучения татарскому языку. Я вот сейчас, если говорить о проблемах, наверное, мы должны сказать, что к этой программе надо вернуться, потому что, ну, во-первых, кто-то уже из отрасли этой ушел. Есть у нас много других специалистов, а может быть, надо новую ступень в этой сфере нам как бы реализовать, хотя есть у нас и замечательная школа Анатолия, которая помогает нашим специалистам в любой сфере свое знание татарского языка совершенствовать и применять на практике. Но я все-таки надеюсь, вы знаете, если мы говорим о регионе, проблемы есть. Я с вами абсолютно согласна, потому что, к сожалению, если у нас еще вот мы как бы за это ратуем, мы за это боремся, то в регионах, конечно, это сделать намного сложнее, хотя они более бережно к этому относятся, и у них вот это вот исконное, то, что традиционно заложено, они это реализуют уже из семьи. У нас, к сожалению, вот вы на прошлой передаче затрагивали, мы все-таки действительно согласны, что многие вещи, особенно связанные с родным языком, они, конечно, закладываются в семье. И я думаю, что, наверное, в перспективе, вот Анфиса Григорьевна тоже сказал, если мы говорим о целевой подготовке, да, вот в дальнейшем, если будет такая потребность, мы, в принципе, готовы готовить кадры. Именно к целевому обучению и да. госзаказу, так называемому. Хорошо, а мы сейчас переключимся на рекламу, потом снова вернемся в студию. О чем говорит танец? Именно в ритме танца бьется сердце чеченского народа. На каких скоростях живет современная Чечня? 90-е годы был лихачом, да. Люблю скорость. О дружбе и сотрудничестве в новом выпуске авторской программы Дины Газалиевой «Татарстан Тудей. Открытый миру». Пока мужчины разговаривают, попробую-ка я к такой красивой машине прикоснуться. 22 мая в 19:00 на ТНП. С 17 по 30 мая ФНС России проводит образовательную акцию «Всероссийский налоговый диктант». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте диктант.налог.ру и заполнить анкету участника. Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Принять участие могут как дети, так и взрослые. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат. Получили зарплату в конверте? Не радуйтесь! Вы лишили себя хороших отпускных, оплаты больничного листа, доверия кредиторов, возможности получить налоговый вычет и достойной пенсии. Задумайтесь над этим. Если работодатель отказывается выплачивать официальную зарплату, обращайтесь по телефону 8 843 235 18 38. Стоять! Не с места. Звонили из школы. Ты арестован. То есть наказан. Все сказанное тобой будет использовано против тебя в суде. То есть перед мамой. Марш в угол. У меня есть право на один телефонный звонок. У меня есть право на один телефонный звонок. Папа, это тебя. Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно, позвонить легко. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры», обсуждаем татарский детский сад, проблемы и перспективы. Анфиса Григорьевна, что хотели добавить? Ну, я хотела сказать, что в системе среднего профессионального образования, к сожалению, нет целевой подготовки. Но если бы была такая целевая подготовка, и из тех регионов, где действительно востребованность в этих кадрах где компактные регионы, имеется, компактное да, проживание безусловно, татар. мы готовы работать и на другие регионы. И говоря о нашем регионе, мы говорим о том, что мы тоже очень много уже сделали. Так, например, нашими преподавателями подготовлены учебно-методические комплекты для работы в билингвальной среде, обучены и переучены, и
повышение квалификации прошли, воспитатели уже работающие, воспитатели, да, более 1000 мы обучили, да. Кроме того, преподавателями, опять-таки, наших педагогических колледжей республики созданы комплекты для начальной школы. Это и алифба, и татарский язык, и литературное чтение. То есть, и опять-таки, повышение квалификации, переподготовки, обучение наших выпускников по этим комплектам тоже реализуется. Но еще есть программа целевого, чтобы возвращались выпускники в свои районы. Безусловно, ведь приезжают из безусловно. сельских районов, и почти все остаются здесь. И вот, естественно, они уйдут к Азату, потому что там, там хорошо, там хорошо платят, да, там хорошие условия. Сейчас я хочу дать слово Рамзие Рафисовне, Татарская гимназия номер 2, дошкольные группы. Вот как у вас обстоят дела, насколько у вас достаточно востребован, во-первых, детский сад, во-вторых, насколько хватает кадров, специалистов. И специалистов мы говорим сейчас, наверное, билингвальных, полилингвальных, есть ли вообще такие? Наши дошкольные группы рассчитаны на 120 детей. В данный момент посещают 165 детей. То есть у вас на 45 детей больше, да, потребность перезагрузка. есть, можем сказать, что родители хотят идти в детские сады татарские. А воспитателей? Воспитателей тоже у нас вакансий нет. У них на самом деле все хорошо. У них все хорошо, потому Всё что хорошо. в свое У время нас всё ведется на татарском Камария языке. Зинуровна поставила четкую позицию, что наши дети будут разговаривать на татарском языке, что мы их готовим для второй гимназии. Поэтому это Целенаправленно больше идут исключение, родители. чем правило. Этот садик больше Ну, исключение. такой идеальный, потому что там подготовлена полная взаимосвязь с гимназией, гимназия с КФУ и так далее. Все востребованных специалистов готовят от начала и до высшего образования, которое получают. Но все-таки в чем проблема сейчас кадрового состава? Если бы вы видели. Вот насколько они сейчас готовы, насколько они билингвы или полилингвальные? У нас, можно сказать, где-то 30% полилингвальные, владеют еще и английским языком и ведутся занятия по английскому языку. Все занятия и все режимные моменты на татарском языке, начиная со средней группы, обучение русскому языку и английскому языку у нас идет. У вас полная языковая среда татарская, Полная исключительно татарская обучение среда. всех предметов на татарском языке? Да, все занятия на татарском языке и воспитательный процесс тоже на татарском языке ведется. Хорошо. Как выживает в этой ситуации частный детский сад, татарский? Если появляется такой детский сад, я же понимаю, что он не на голом месте появился, вы понимали, что ниша свободна, что востребованность есть, что это в тренде, наверное. Так это или не так? Все правильно, да. Мы когда открывались в 2017 году, таких частных, детских, даже образовательных учреждений, я еще не говорю о садиках, практически не существовало. Если даже они были, например, там, название только. Одним названием решить проблему мы не можем. Поэтому мы уже с открытия поставили себе задачу. Мы будем только татарским садиком, татарским детским центром, где будут дети разговаривать только на татарском языке, и полностью будет погружение в атмосферу. Потому что при изучении любого языка важна атмосфера, среда. Без этого никак. Одними занятиями или, опять-таки, мы говорим о 15-минутных занятиях, эти проблемы не решить. Да, я понимаю, есть в государственных садиках свои проблемы, но мы эту проблему для себя решили, мы сделали атмосферу. Хорошо. Азат, сколько человек перешли из государственных садиков в ваш садик за языковой средой и полным погружением вот этим? Есть такие? Есть, конечно, постоянно к нам приходят из государственных садиков. Чем мотивируют? Что говорят? Они, вот у нас же есть 3 проблемы, я вот хочу выделить. Это у нас, естественно, малое количество таких татарских садиков. Второе, это эффективность и качество таких детских учреждений. И третье, это работа с родителями. То есть, насколько родители сами мотивированы в том, чтобы у них дети разговаривали на татарском языке, знали и любили свой родной язык. Поэтому здесь вот хочу остановиться на 3-й проблеме. Мы работаем с родителями, и к нам приходят родители, например, из близлежащих районов, домов. Они поначалу не хотят, ну как бы нет у них желания, цели, чтобы дети знали татарский язык. Мы работаем с ними, они сами уже начинают понимать, что важен татарский язык, знать родной язык, и таким образом
Мы через родителей уже работаем с детьми, потому что очень важно, чтобы родители сами понимали важность. Ну, я понимаю, но ведь при этом вот количество детских садов татарских, мы говорим, что их в целом достаточно, говорим, что вроде бы кадров достаточно, но при этом появляется частный татарский детский сад, и люди уходят из государственных в частные, готовы платить по 20 В основном они готовы, по родители. 20 тысяч рублей, но чтобы человек, ребенок получал полное языковое погружение. Вот Можно я бы почему? хотела прокомментировать немножко? Во-первых, вот опять не нужно смешивать понятия, да, когда мы говорим о 15-минутных занятиях. Если мы говорим о татарском детском саде с татарским языком воспитания и обучения, здесь весь образовательный процесс ведется на татарском языке. А когда мы говорим о занятиях по обучению языку, которые ведутся в любом муниципальном детском саду города и нашей республики по единым учебно-методическим комплектам, с педагогами, которые прошли по программе повышения квалификации по этой тематике, это уже немножко другой разговор. И что касается образовательной деятельности, я тоже хотела бы отметить, что все-таки дошкольная образовательная организация – это организация, которая имеет лицензию на образовательную деятельность, а есть у нас детские сады, которые занимаются присмотром и уходом. То есть, не имея лицензию на образовательную деятельность, реализовывать образовательную программу нельзя. Я понимаю, но при этом мы сейчас говорим, что идут туда, уходят туда, из государственных садиков уходят туда. Почему уходят? Вот такие садики, на самом деле, нашу ситуацию, вот эту ситуацию не спасут. Идут к Азату почему? Потому что знают Азата, знают его жену, и там определенные люди к вам приходят, да, ведь, Азат? То есть люди, которые знают вас, люди, которые вот в этой тусовке, так скажем, татарской, вот они как раз приводят туда детей, чтобы была такая татарская среда, чтобы дети друг друга знали, чтобы родители друг друга знали. Но в целом эту же ситуацию не спасет. Нам нужно работать с государственными садиками. Нам нужно приучать наших воспитателей, чтобы они создавали среду. Я же уже говорила, что вот я пришла в русскую среду, за 2 недели я научилась говорить на русском. Неужели наши дети, которые не знают татарского языка, придут в эту группу, и они не будут разговаривать, они тоже будут разговаривать, просто нужна эта татарская среда. Вот. А что касается второй гимназии, туда тоже ходят определенные люди. Это по большей части дети татарской интеллигенции. Так ведь? Плюс это первые, так. вторые, Поэтому третьи дети и это там исключение, потоком, да, и идут, это конечно, исключение. есть. Они приходят, а большинство на самом деле приходит в татарские группы, потому что нет мест, или там воспитание на уровень выше, там условия лучше, там доп. Образование есть. Только поэтому и нужно работать с этими родителями. Нужно им объяснять, что если вы идете, вы должны быть готовы к этому, к этому, к этому. Я совершенно согласна, что мы должны как раз-таки работать над тем, чтобы повышать качество в существующих детских садах. И наши воспитатели, которые работают в татарских детских садах, они владеют татарским языком. То есть при приеме на работу это условие. Тогда над чем должны работать? Если владеют, татарские садики есть, тогда над каким качеством? Вот мы должны работать над тем, чтобы педагог вел весь образовательный процесс на татарском языке, несмотря на то, что к нему, например, зачислены дети, которые не понимают языка. Потому что если родитель дал согласие на зачисление, значит, он готов к тому, что ребенок будет находиться в татарской среде. И вот как раз-таки наша задача над этим работать. Это задача руководителя дошкольной образовательной организации, контролировать этот процесс и требовать, соответственно, выполнения статуса учреждения. Еще один момент. Есть еврейская школа, там изучают иврит дети. Туда приходят не только евреи, туда приходят и русские, и татары. И ни один из них не говорит, мы не будем изучать иврит, мы не будем участвовать в ваших праздниках. Никто. Они все поголовно изучают. А все почему? Потому что там дают качественное образование. Если у нас будут такие же педагоги, если у нас будут такие же детские сады и такие же школы, у нас просто повалит народ в эти татарские школы. И если мы будем принципиальны в этом вопросе, то будущее у татарского языка будет. Хорошо, сейчас давайте вот такой, ну не то что некий итог, какие главные проблемы сейчас, Луиза примерно обозначила сейчас, кто из вас и какие главные проблемы видит в функционировании татарских
детских садов, билингвальных, полилингвальных и так далее. Мы сейчас можем свалить все на воспитателя, который ему не важно, и лишь бы там и этот был доволен ребенок, и этот был ребенок доволен, и это тоже понятно, с одной стороны. И заведующий мы можем понять, у нее там проверка сейчас придет, если туда родители обратятся и так далее. Проверок у нас их достаточно хватает. Что нужно решить? Какие три главные ключевые проблемы для эффективного функционирования частных государственных детских садов? Ну, говоря о том, чтобы вот в системе подготовки педагогических кадров и востребованности в детских садах вот не было никаких, ну, как бы разногласий, да, мы должны говорить о том, что в наших колледжах обучаются студенты из разных регионов нашей республики. И вот те, которые остаются в городе Казани, одна из проблем – это проблема жилья. То есть это блестящие специалисты, которые имеют прекрасные знания, которые хорошо подготовлены. И они очень хотят обучаться, вернее, обучаться дальше в высшей школе и очень хотят работать в этих детских садах. Вот у нас была такая практика, что у нас было общежитие для молодых специалистов в нашем городе, и практически все наши студенты, которые готовились для работы в дошкольных организациях, в начальной школе, они оставались, закреплялись и навсегда оставались в образовании. В настоящее время, к сожалению, эта проблема пока не решается, хотя социальная поддержка, конечно же, будущим и молодым специалистам, конечно, реализуется и осуществляется у нас в республике. И, на мой взгляд, конечно, вот то, о чем говорили в частном детском саду, да, что работа с родителями, она ведется. Вот у нас ведь очень большая сеть базовых детских садов. Вот я бы хотела сказать, Луиза, да, что в этих детских садах воспитательный процесс и образовательный идет на татарском языке. То есть там, где мы, в общем, бываем, где мы реализуем и где студенты практику проходят, у нас нет проблемы отсутствия языковой среды. Да? Мне кажется, конечно, при проблемы при есть. посещении тоже может ситуация конечно, меняться. конечно. Ну, мы тоже можем понимать, что пришла проверка, и мы обеспечили... Нет, это не проверка, всё, это пришли на практику дети. Да, конечно, конечно. Ну, я не знаю, как проверяете детей, я думаю, что больше проверяют воспитатели, заведующие. Ближе к концу программы движемся, буквально коротко. Еще какая проблема? Ну, я думаю, что еще и сопряженные программы с высшей школой, для того, чтобы наши выпускники все-таки имели возможность обучаться в высшей школе по сокращенным программам, по заочной форме. 2-3 года? Ну, как минимум 3 года с половиной, для того, чтобы они могли уже закрепляться, повышать свою, естественно, категорию и уже иметь достойную заработную плату. Они уже готовы, они готовы уже работать. Сейчас они должны учиться 5 лет. Ну, пока 5 лет для интегрированной подготовки и 4 года для того, чтобы готовиться по специальности, по профилю. Хорошо. Рамзия Рафисовна, а ваше мнение, какие ключевые проблемы? Вот буквально 3, коротко, пожалуйста. Вот воспитатели, даже, у нас же занятия проводят не только по обучению языкам, у них есть и другие образовательные области. Вот, например, математика, физкультура. По этим областям у нас нет методической литературы на татарском языке. Если воспитатель сам хорошо владеет татарским языком, он может переводить любой материал из интернета, и учебники может переводить. А кто вот сам в совершенстве не владеет уже языком, им сложнее работать. Хорошую проблему обозначили. Ну, наверное, недостаточное количество, наверное, нужно сказать, а не нет, да, ведь потому что нет, ну, опять, здесь я могу долго рассказывать о том, по сколько министерство поставляет учебно-методических комплектов в детские сады. У нас это есть. Времени на это уже да. нет, но мы понимаем, что если человек обозначил, мы понимаем, с какого садика, с какой гимназии, мы понимаем, что она есть. Азат, на ваш взгляд, главная проблема? Я как вот представитель из руководителей частных организаций могу сказать то, что самое главное здесь идея. Вот руководители, они должны гореть идеей сами. У них должно быть огромное желание привить любовь к детям, к татарскому языку, к родному языку. Только так мы можем добиться каких-то результатов. Но как это добиться? Например, если у руководителей государственных садиков, например, у них много детей, много дел, у них может быть какое-то пропадать желание. Я думаю, что надо создать какую-нибудь, громко сказать, организацию, которая будет помогать, поддерживать и принимать обращения, вопросы, если у них есть какие-то сложности. И, опять-таки, их постоянно питать идеями, мотивировать, вдохновлять, да, и так далее, и так далее. Ну, возможно, как вариант, да. Луиза, ваше мнение? Спрос мы должны рождать с предложением. То есть, если у нас будут полилингвальные,
образованные воспитатели, то тогда у родителей не останется никаких вопросов. Они все будут изучать как русский, как английский, так и татарский. Просто нам нужно создать вот эту качественную образовательную систему образования. Хорошо. Эльвира Ансаровна? Потом... Ну, я совершенно согласна, что здесь большую роль играет принципиальная позиция руководителя, педагогов, поэтому хотелось бы, чтобы и соответствующее отношение родителей было, да, к этой проблеме, чтобы они хотели, чтобы ребенок обучался на своем родном языке, и, соответственно, педагоги, которые качественно реализовали бы эту программу и выполняли свои должностные обязанности. Гульнара Фидаиловна, подытожьте, пожалуйста, тоже, какие вы проблемы Чтобы не видите? повторяться, я хочу сказать, известная поговорка: кадры решают все, да? Действительно, и будет зависеть от воспитателя, насколько будет успешно реализовываться та или иная программа. Я все-таки, чтобы не повторяться, хочу сказать еще об одной проблеме, которая существует в целях сохранения кадров именно в отрасли. Это не буду говорить даже о зарплате, об уровне зарплаты. В некоторых муниципальных районах у нас такая практика, что воспитатели детских садов работают на 0,83 ставки. То есть они даже лишаются возможности выхода на пенсию по выслуге лет. И, соответственно, говорить при таких условиях, что кадры будут закрепляться, вот это тоже большая проблема. Что вообще будут приходить и в татарские, или билингвальные, или в обычные детские сады. В общем, это тоже проблема, которую надо решать. Хорошо, сейчас подведем итоги интерактивного голосования. 65% считают, что по факту татарских детских садов нет, татарский остался только в названии. Аудитория нашего телеканала в большей степени это татароязычная аудитория, и мне... Увы, но верить мне, телезрителям, в этой ситуации хочется. Мы сейчас обозначили те проблемы, которые, возможно, нужно решать и которые, возможно, изменят ситуацию. Мне все-таки не очень, наверное, понравилось сегодня, что мы говорим только о воспитателе и заведующем. Мне кажется, вот эта цепочка от семьи, Министерство образования, вузы и так далее, должна быть единая связка, потому что по-другому мы эту ситуацию изменить не сможем. Я благодарю всех экспертов, которые были сегодня в студии. Это было ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Всего доброго, до свидания. Кечке 9-нчы арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында.